Добрый день, уважаемые коллеги. Вакцинация является одним из приоритетных направлений профилактического здравоохранения, и сегодня во всех странах национальной иммунизации существует национальная программа иммунизации, а вакцины признаны одними из самых безопасных и эффективных мер профилактики многих заболеваний. На сегодняшний день борьба с инфекционными заболеваниями во всем мире решается исключительно путем проведения прививок, которые улучшили здоровье и качество жизни многих миллионов детей и взрослых во всем мире. В нашей республике, согласно постановлению правительства, плановые профилактические прививки детям проводятся в соответствии национального календаря прививок. Профилактические прививки проводятся в организациях первичной медико-санитарной помощи, в медицинских кабинетах, прививочных кабинетах по месту прикрепления и проводятся в организациях ПМСП независимо от форм собственности, бесплатно, с информированного согласия родителей, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи после осмотра врача и при отсутствии противопоказаний. С 27 апреля по 3 мая текущего года в республике пройдет Европейская неделя иммунизации под лозунгом «Добиться иммунизации для всех в наших силах». Ежегодно Казахстан участвует в Европейской неделе иммунизации с 2005 года. Цель Европейской недели иммунизации – это популяризация идеи о том, что иммунизация играет огромное значение для профилактики болезней и защиты жизни и направлена на повышение осведомленности о важности иммунизации для здоровья и благополучия людей. В национальных программах иммунизации учитывается то, как иммунная система реагирует на вакцины в разном возрасте и в какой период риск серьезной болезни максимален. Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях полностью ликвидировать ряд болезней. Например, полиомиелит грозил детям параличом, оспа заканчивалась смертью или уродством лица, дифтерия, столбняк, корь и краснуха приводили к смертельным осложнениям, эпидемический паротит грозил бесплодием и сахарным диабетом. Благодаря профилактическим прививкам ликвидирована натуральная оспа. Регистрация полиомиелита наблюдается только в 2 странах. Это Афганистан и Пакистан. С 2002 года республика заявлена как территория, свободная от полиомиелита. Еще одна заслуга вакцины – это предотвращение онкологических заболеваний. Например, вакцина против вируса папилломы человека может предотвратить рак шейки матки и другие виды рака, связанные с вирусом папилломы человека, а вакцина против вирусного гепатита В может помочь предупредить цирроз и рак печени. В настоящее время программа иммунизации охватывает вакцинацию детей и подростков от 21 инфекции. Детям до 1 года проводится более 11 прививок против 11 инфекционных заболеваний. За первый квартал текущего года в плановом порядке было привито против кури 2200 детей до 6 лет. Против коклюша, дифтерии и столбняка за первый квартал привито 2364 детей. 2024 года в национальный календарь прививок включена вакцинация против вируса папилломы человека. Мы знаем, что ежегодно регистрируется более 1900 случаев рака шейки матки среди женщин в Казахстане, и более 600 женщин ежегодно умирает от рака шейки матки. То есть каждый день умирает 2 женщины. В нашей Павлодарской области, к примеру, мы занимаем по онкологическим заболеваниям 4 место в республике, по смертности 3 место, и по итогам 2024 года в Павлодарской области зарегистрировано 116 случаев рака шейки матки, из них 24 женщины в прошлом году мы потеряли от этого заболевания. Поэтому внедрение вакцинации против вируса папилломы человека является важным шагом в охране здоровья будущего поколения нашей страны. Привита первой дозой вакцины против ВПЧ 3900 девочек в возрасте 11 лет и наверстывающая иммунизация девочек в возрасте 12-13 лет. Второй дозой против ВПЧ привита 874 девочки. Благодаря иммунизации не зарегистрированы в Павлодарской области случаи полиомиелита, дифтерии, эпидемического паротита, столбняка. И любая прививка, мы знаем, в сотни раз безопаснее, чем заболевание, от которого она защищает. Достоверную информацию о иммунизации, о вакцинах мы можем получить на сайте ЕГУ.КЗ или по телефону горячей линии 7701. И хотелось бы призвать родители, пожалуйста, не отказывайтесь от профилактических прививок своих детей. Мы знаем, что вакцинация – это единственный эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний, и здоровье ваших детей в ваших руках. Благодарю за внимание. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопрос. Можно поподробнее узнать, отказываясь все-таки регистрироваться, да, по каким причинам и как идет работа по разъяснению среди родителей? Сколько планировали, какой план? Цифры вы сказали? Да. С целью вакцинации против вируса папилломы человека
в нашу область поступило 5000 доз вакцин для вакцинации девочек в возрасте 11 лет. Мы знаем, что в национальном календаре прививок появилась одна прививка, это вакцинация против ВПЧ. И согласно постановлению правительства, также прививки проводятся против ВПЧ в рамках наверстывающей иммунизации. Те, кто пропустили прививку против ВПЧ, девочкам в возрасте 12-13 лет. И на сегодняшний день первой дозой вакцины было привито более 3000 детей, второй дозой 7785 детей. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах в дельтовидную мышцу плеча, в поликлиниках по месту жительства, либо в школах по желанию родителей. Может также вакцинация проводиться прививочными бригадами. В настоящее время проводится широкая разъяснительная работа в 3 направлениях. Это среди медицинских работников, это и участковая сеть, и врачи стационаров, и управление санитарно-эпидемиологического контроля. Второе направление, это, например, проводится разъяснительная работа среди самих девочек в возрасте 11, 12, 13 лет. Также проводится разъяснительная работа среди родителей, законных представителей или попечителей о важности вакцинации, о профилактике рака шейки матки и других видов рака, связанных с вирусом папилломы человека. Активная работа проводится, в иммунологических комиссиях участвуют наши специалисты, в родительских собраниях, для того, чтобы повысить доверие к вакцинации и предотвратить рак шейки матки среди будущего поколения наших женщин. Если родители откажутся, вы заставляете? Просто объясняете? Да. Цель данных бесед – это долгосрочные беседы, и конечная цель – это, конечно же, убедить родителей о том, что эта вакцинация важна для здоровья их будущих девочек. Еще такой вопрос, может быть, как-то глупо прозвучит, я не знаю, сейчас как бы сезон, когда тепло, собаки, против бешенства, столбняка, вот эти заболевания, простой человек может ими получить? Конечно. В рамках СМС, расскажите, инструкцию, что сделать, куда пойти, и, может быть, о запасах, сколько у нас есть в поликлиниках. Прививка против столбняка, к примеру, она входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и входит в национальный календарь прививок. Но если будут какие-то раны, обморожения, или какая-либо травма связана, то, конечно же, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи проводится вакцинация против столбняка и бешенства согласно курсу вакцинации. И поэтому при любой травме, при укусах, либо ослинении, либо оцарапывании животным необходимо обратиться в травматологические пункты. Помощь оказывается бесплатно, и для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Запасы, да, есть. Да. Запасы у нас в зависимости от подлежащего контингента, потому что запасы от местного бюджета зависят. Если, например, при управлении здравоохранения есть областной склад, там учитываются объемы любого типа вакцинации, и с учетом анализа, который по итогам прошедших годов закупается своевременно, например, за 2-3 месяца заблаговременная вакцина. Поэтому запасы есть. Сколько есть? Конкретно я не могу сказать, потому что это местный исполнительный орган управления здравоохранения. Вот, например, по вирусу папилломы человека для второй вакцинации имеются запасы в количестве 7350 для второй вакцинации. И в августе месяце будет дополнительная поставка вакцин против вируса папилломы человека в количестве 9900. И про процесс. Вот раньше говорили, люди, допустим, я просто с этой ситуацией сама столкнулась, когда меня собака укусила, все говорили, что там 40 уколов, оказывается, не 40. Вот как медик, когда это все поменялось, и сейчас какой, чтобы люди знали, что есть 5 сейчас, да, 5 штук, получается, просто там разница, да. Расскажите. Схемы вакцинации, протоколы лечения, они, конечно же, усовершенствуются, динамично развиваются, и в настоящее время против бешенства ставится другой курс уколов, либо 4, либо 5 приемов. И название вакцины? Антирабическая вакцина, антираб. Или иммуноглобулин, да. Это не из Индии? Производство бывает разное. Да. Вот по ВПЧ можно еще спросить? Вы сказали, первая партия 3900, да, вторая 800 с чем-то. Почему? Нет, первая партия 5600, это именно те девочки. Имеется в виду, получили уже. Что получили? Да, получили вакцинацию. По первому привито 3900 с чем-то, вторая доза 800 с чем-то. Какая разница большая? Это разница. Второй дозой вакцинируется через полгода. И вот кому исполняется, например, 11 лет, потом 11 лет 6 месяцев, то именно тем девочкам прививается вторая доза вакцины. То есть еще пока что тем девочкам, видимо, не исполнилось
Да, нет 11 да, лет 6 месяцев. Да. Понятно. Вообще, вот когда родители приходят ну, как вообще? Это на местах в школах им прививки делают, или они сами идут в больницу и делают эти прививки? Мгм. По желанию родителей прививки можно получить как в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту прикрепления, так и в прививочных кабинетах школ. Ну, вообще, вот когда отказы идут, то родители как объясняют, почему они не хотят ставить? Но в основном отказы родителей именно от вакцинации ВПЧ связаны с сомнением по поводу вакцинации, сомнением по поводу самой вакцины. Но мы им объясняем, что вакцина существует уже с 2006 года, она очень хорошо зарекомендовала себя во многих странах мира. Уже 135 стран мира применяют эту вакцину, она уже вошла в национальные программы иммунизации. И эффективность тоже уже доказана. С 2006 года не было неблагоприятных проявлений после иммунизации, именно связанных с вакциной. И вакцина не приводит ни к бесплодию, она безопасна, не влияет на репродуктивную функцию. Это научно доказано, есть научные исследования. А вакцина чья? Вакцина производства США. Именно у нас вакцинируется вакцина Гардасил. Это 4-валентная вакцина производства США. Вы говорите, летом еще будет поставка, да? 9900. Это вы, то есть, еще рассчитываете на то, что будут... Да, потому что на следующий год будут другие девочки 11-летнего возраста и, соответственно, 12-13 лет тоже. И каждый год будет пополняться запас. Ну вот эта вот вакцинация, она началась же только с этого года, да? До этого как бы приостановили, не было же? Ранее была в 2013 году, в пилотном проекте участвовали 4 области, в том числе и наша область. И, к сожалению, там 2 случая были связаны с тем, что у девочек была неблагоприятная реакция, то есть психогенная реакция на вакцину, боязнь вакцинации, но эта реакция не была связана ни с вакциной, и это не была аллергическая реакция на какой-либо на состав вакцины. То есть как-то из-за страха? Из-за страха, из-за боязни уколов, да. Какая-то пошла реакция? Да, у одной из девочек. И впоследствии мама говорила, что если бы она рядышком возле нее была, держала за руку, провела с ней беседу, то ничего бы этого не было. У этой девочки был страх на любую вакцинацию, на любой укол. А вторая психогенная реакция, да, у нас в Володарской области, а вторая психогенная реакция, это была ее подруга, она просто рядом стояла, все это видела, и у нее тоже была боязнь уколов. То есть в 2013 году такой случай был, и после этого не проводили? Временно приостановили, да. И с 2024 года уже внесена программа иммунизации в национальную программу. И с сентября месяца по всей республике, во всех регионах страны началась плановая профилактическая вакцинация против вируса папиллома человека. И вот по вот этой неделе иммунизации, их, получается, детям и подросткам, да, сейчас будут ставить? Да, да. Можете назвать, не знаю, основную массу прививок, которые должны получить сейчас дети и подростки? Да, плановые профилактические прививки получают дети, взрослые и подростки против 21 инфекционного заболевания. Это в рамках гарантированного объема бесплатной помощи из республиканского или из местного бюджета. Это такие заболевания по календарю прививок. Это курь, краснуха, паротит, эпидемический паротит, полиомиелит, дифтерия, гемофильная инфекция, вирусный гепатит, ну и другие инфекции. До года ставят против 11 инфекционных заболеваний. Сейчас нету такого по области этих передвижных прививок пока? Есть передвижные первичные бригады, да, есть. Там тоже могут, да, прививаться. В отдаленные населенные пункты прививочная бригада направляется, либо в отдаленные населенные пункты, где отсутствуют медицинские работники, либо у них отсутствует какое-либо обучение. Туда и направляются передвижные прививочные бригады. А общее какое-то количество вакцин можете назвать для всех вот этих вот 21 инфекций? Наименование имеете в виду? Да. Сколько количество вакцин вообще у нас? Доз. Данной информацией я не владею, но она в достаточном количестве, потому что у нас в декабре месяце составляется план по всем поликлиникам, медицинскими работниками поликлиник, независимо от форм собственности, от подлежащего контингента. Каждый медицинский работник, участковая сеть знает, сколько у них существует, какое количество детей, какого возраста, и, соответственно, национальный календарь прививок рассчитывается именно сроки и период проведения, и возраст проведения. Этот план уже у нас компонуется управлению здравоохранения и согласовывается с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля. И в феврале он уже направляется во все медицинские организации. По этому плану в декабре месяце уже планируется закуп вакцин, любой вид вакцины, и, соответственно, в зависимости от сроков приобретается как раз вакцина. И в зависимости от достаточности. И вопрос по загруженности больницам, вот, допустим, детской
вот осилил. Сезон, наверное, когда болеют, скорее всего, может быть, кишечные какие-то или еще какие-то разные заболевания. И про коли тоже добавьте, пожалуйста, у нас же вспышка была в последнее время. Сейчас она, ситуация как вообще эпидемиологическая улучшилась? На сегодня в инфекционном стационаре состоят 202 ребенка, то есть койки пока есть. С корью состоят 10 детей, то есть с марта месяца, да, отмечается снижение. Даже, можно сказать, в 2025 году отмечается снижение регистрации заболеваемости по корью. Допустим, если сравнить с 2024 годом, у нас на 90% уменьшилась заболеваемость среди детей корью. Но иногда спорадические случаи периодически регистрируются детей с корью. В основном более 80% детей среди непривитых. Вы говорите, на 90% снижается, это как с 24-го сейчас будем делать? Да, да. Если сравнить за 3 месяца 2024 года и за 3 месяца 2025 года, заболеваемость снизилась. Допустим, у нас в 2024 году в общем было выписано 517 детей с корью, а в 2025 году за 3 месяца было 32 ребенка выписано с диагнозом корь. Это какая аудитория возрастная? Ну, Так, по количеству, по возрастам, по возрастной структуре сейчас точно не могу назвать, но в основном у нас в стационаре дети от 2 лет до 5 лет. И до года около 30%. В основном, конечно, дети, которые не успели получить прививку от кори. А отношение родителей меняется к этой вакцине? Положительной стороны, так сказать. В основном, да, действительно, родители, у которых дети заболели корью, да, меняются. Но корью ребенок болеет один раз в жизни, поэтому, конечно, меняются, проводятся с ними беседы. Некоторые родители мы привлекаем, они, когда, если тяжелый ребенок заболел, выступает, можно выступить перед телевидением, да, что действительно провести, чтобы наглядные были примеры, что нужно прививаться от кори. Есть какие-то осложненные пациенты вот, среди детей, может быть, до года, которые, не знаю, вообще в каком состоянии лежат, сколько идет по инфекции? В данное время реанимации инфекционного стационара с диагнозом корь, коклюш, детей нет в данное время. Да. Были дети, выписаны с улучшением, их перевели в профильное отделение. Так, если отметить среди осложнений по кори, осложнений очень много. Самое грозное осложнение – это коревая пневмония, энцефалит, миокардит. Корь практически может поражать все органы. Да? Это очень сложная инфекция, очень тяжелая, если протекает тяжело. И, конечно, в группе риска дети, у которых тяжело протекает корь, это, само собой, дети до года и дети, у которых есть фоновые заболевания. Допустим, БЛД, недоношенные дети, дети с пороками сердца, дети с тяжелым поражением центральной нервной системы. Само собой, у них корь протекает тяжело. Вот этих летальных исходов у нас в Павлодарской области в 2024-2025 годах не было. Так, сейчас детей с корью нет у нас в реанимации. Самое грозное осложнение – это посткоревой панэнцефалит. То есть он развивается когда ребенок заболел корью, он может развиваться, допустим, ребенок заболел корью, вылечился, выписан до стационара. В течение от 3 до 20 лет может развиваться. То есть ребенок развивается, соответственно, возрасту, да, приобретает такие навыки, да, разговаривает, учится в школе, да, посещает, мыслить. Но вот этот вирус, который в организме персистирует, он активизируется, там механизм очень полностью, это почему он развивается, с чем он связан, не исследовано. В основном предполагают, что это аутоиммунный механизм. Развивается такое осложнение посткоревой панэнцефалит. И ребенок теряет все навыки, которые он приобрел за свою жизнь. То есть это самое сложное. И конец этого осложнения очень печально, летальный исход. Можно еще вопрос на теме? Сейчас же вот весна, лето. Если укусил клещ, они попадают в инфекционку, правильно? Так,
У нас, если так рассмотреть укус клеща, у нас в Казахстане, да, мы делим несколько регионов, допустим, Восточно-Казахстанская область, Алматинская область, эти регионы эндемичны по клещевому энцефалиту. Есть еще 3 области, это Южно-Казахстанская, Джамбульская и Казалардинская области. Там распространено самое грозное у нас это заболевание, которое передается клещами, это конго-крымская геморрагическая лихорадка. А вот Абайская область и Павлодарская область мы эндемичны по клещевым рикетсиозам. Рикетсиоз – это организмы, то есть клещи тоже болеют этими рикетсиями и передают людям, заражают людей. То есть не все клещи заражены, не всегда человек может заболеть после укуса клеща, да? И инкубацион просто мы, допустим, если они обращаются к нам с укус клеща, мы спрашиваем, сняли ли клеща, правильно ли было снято клеща, и объясняем. Наблюдается в течение 2, в основном инкубационный период этого рикетсиоза от 2 до 10 дней, ну некоторые говорят, что 2 недели. Может появиться высокая температура, которая очень плохо поддается этими жаропонижающими препаратами, антипиретиками. Головная боль может появиться. И отмечают увеличение лимфоузлов, появляется сыпь, такая макулопапулезная, пятнистая сыпь появляется. И это заболевание, у нас родители знают, пятнистая лихорадка, либо клещевой рикетсиоз. Если появляется такая клиника, высокая температура, лимфоаденит, сыпь, то нужно обратиться в больницу, скорее всего, нужно будет лечь. Но протекает у детей тяжело, тоже развиваются осложнения. Но он, в отличие от тех заболеваний, которые я назвала, которые передаются клещами, более благоприятен. Пятнистой лихорадки? Да, у нас с апреля месяца регистрируются случаи. В данное время у нас пятнистая лихорадка находится, сколько детей? 8 детей с этим, да, сейчас находится. Да, у всех. Это не только укус клеща, это заболевание развилось, пятнистая лихорадка. По укусу клеща я могу дополнить. У нас в прошлом году было 2 завозных случая. Это заболевание, паразитарное инфекционное заболевание клещевого энцефалита или болезни Лайма. В 2 случаях один пациент был в горах Восточно-Казахстанской области и заболел, а один пациент был на Алтае, также заболел, эти случаи привозные. И как уже Аселя Алдангаровна озвучила, что клещи бывают разные, некоторые передают заболевания, некоторые нет. И за истекший период, вот именно с сезона текущего года, у нас было зарегистрировано 29 укусов от клещей. Они все не были подтверждены укусами опасных инфекционных заболеваний. В прошлом году, для сравнения, было 103 укусов клещей, и также не были подтверждены инфекционными заболеваниями. Еще же есть вот военное море, как раз было месяц назад, там же есть каракурты, как раз в последние года какие-то вспышки идут, видите, вот очаги находят, вот где яйцекладки, укусы вот этих вот каракуртов, они же тоже опасны, допустим. Да, но проводятся, соответствующие мероприятия. Вот, например, в этом году еще сезон не настал. В прошлом году у нас, была регистрация данных членистоногих, и проводились соответствующие профилактические мероприятия, разъяснительные работы с туристами, проводились дезинфекционные мероприятия, территория дезинфицировалась для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение и размножение данных каракуртов. Больше токсиколога. Да, в прошлом году у нас не было случаев укусов именно вот опасных заражением. И так как у нас территория не эндемичная, соответственно, у нас не закупалась управлением здравоохранения вакцина против каракурта, но она приобреталась у нас с соседней области, по-моему, с Карагандинской области у нас была сыворотка.